Они говорят, что они следуют Корану и Сунне. Братья мои, я спрашиваю вас, где сказано в Коране и Сунне, что вы можете сидеть в окружении женщин? Скажите мне, где в Коране и Сунне есть, что вы можете крутиться в танце, слушая дьявольскую музыку? Скажите мне, где сказано в Коране и Сунне, что вы можете называть исламскими именами акции гомосексуалистов? Скажите мне, где есть в Коране и Сунне то, что ты можешь насмехаться над словами Аллаха? Скажите мне, где сказано в Коране и где есть в Сунне, что ты можешь насмехаться над бородой? Скажите мне, где есть в Коране и Сунне, что ты можешь издеваться над едой, которую Всевышний Аллах дал тебе? Опять же, в хадисе Тирмизи сподвижник Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, сидел, и он сказал: я видел Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в мечети. Он сказал: я смотрел на лицо Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, потом на луну, потом вновь посмотрел на лицо Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и вновь на луну. И всякий раз, глядя на луну, мой взор был прикован к лицу Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Почему? Потому что его лицо было красивее луны. Это посланник, саллаллаху алейхи вассалям, за которым должен следовать весь мир, которого мусульмане 21 века должны взять как пример для подражания. Почему? Потому что Адам, алейхиссалям, был послан к одному народу, Шиф, алейхиссалям, к одному, Нух, алейхиссалям, к одному, Ибрахим, к одному народу, Исмаиль, к одному народу, Исхак, к одному, Якуб, алейхиссалям, был послан к одному народу, Муса, алейхиссалям, к одному народу, Юша, алейхиссалям, к одному, Даниял, алейхиссалям, был послан к одному народу, Юнус, алейхиссалям, к одному, Айюб, алейхиссалям, к одному, Давуд, алейхиссалям, к одному, Яхья, алейхиссалям, к одному. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, был послан ко всему человечеству. Это посланник, саллаллаху алейхи вассалям, за которым должен следовать весь мир. Лучшим из примеров, ходивших по земле, был никто иной, как Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Почему мусульмане стесняются поступать по сунне Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям? Почему это? Мусульмане 21 века стесняются поступать по сунне Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Если они не стесняются отращивать дреды в подмышках и между бедрами, то почему стесняются отпускать бороды? Если они не стесняются ходить полураздетыми по улицам, то почему стесняются как следует покрываться хиджабом или никабом? Если они не стесняются совершать грехи на людях, так почему вы стесняетесь читать намаз на улицах? Если они не стесняются голыми прыгать в бассейн, так почему вы стесняетесь совершать омовение в раковинах туалетов? Вот кто вы! Вы последователи Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И не нужно недооценивать могущество Аллаха. Почему? Потому что поистине Аллах испытывал людей до вас. Аллах испытывал людей 21 столетия. В зарубежных странах людей убивали, людей насиловали. Мусульманских женщин принуждали вступать в половую связь с собственными сыновьями, а отцов принуждали вступать в близость с их дочерьми. Их кожу сдирали с тела. Неужели вы хотите, чтобы Аллах так вас испытывал? У вас ислам на блюдечке. Вы можете соблюдать ислам. Твердо стойте на сунне Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. Вот кто вы. И что? Если мы кушаем руками, вот кто мы. И что? Что мы мочимся сидя. Вот кто мы. И что мы отпускаем бороды. Вот кто мы. И что мусульманские женщины носят хиджаб или никаб? Вот кто мы! И что мусульмане пользуются палочкой, чтобы чистить зубы? Вот кто мы! Мы мусульмане, и мы последователи Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и никогда не